Доброе утро, Якутия. Доброе утро те, кто просыпаются сегодняшним днем вместе с нашим эфиром, с нашей программой. На календаре сегодня 13 декабря. И, между прочим, Международный день 13 декабря. Да. 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 Что... Середина недели. Вот так смело, с хорошим настроением врываемся мы в эту среду. В середину недели. Вот, да, и надеемся, что до конца с таким же подъемом, хорошим настроением мы и продержимся. Да. А мы, это кто мы-то вот на самом деле? Вдруг кто-то впервые смотрит нашу программу, ну, таких, наверное, нет, но тем не менее. Катерина Винокурова, Павел Танин. Всем доброе утро. Итак, что же нас ждет сегодня? Ну, как всегда, очень много интересного, да. Поговорим мы с вами о такой премии, как «Патриот-2023». Ждем в нашей студии преподавателя Северо-Восточного федерального университета Дмитрия Жиркова. Он у нас преподаватель, если я не ошибаюсь, русского языка и продвигает русский язык. Да. И вообще там очень был большой отбор. Узнаем, вот, как он прошел весь этот конкурс и стал лучшим из лучших. И вообще, для тех, кто не сведущий, скажем так, узнаем, что это, в принципе, за конкурс. Поговорим сегодня о, ну, в том числе, как всегда, почти каждый день поговорим о животных, о братьях наших меньших и не очень даже меньших, потому что сегодня вот отмечается день одного из обитателей фауны. Ну и помимо этого еще очень-очень много всего интересного, поэтому оставайтесь с нами, не забывайте про наш телеграм-канал «Утро Якутии». Достаточно подписаться, там много всего интересного вас всегда ждет. Кстати, завтра, не забудьте, у нас очередной розыгрыш в кино. Билетов. Можете получить бесплатные пригласительные. Да. И розыгрыш проходит как раз в Телеграме. Ну, а мы не будем задерживаться и прямо начнем сейчас вот информацию интересную, классную, веселую рассказывать вам. Вот, например, многочисленная стая розовых фламинго не торопятся покидать Казахстан и лететь на зимовку в теплые края. В этом году птицы задержались на озере Караколь до декабря. На кадрах, которые сейчас мы видим, пернатые ходят по мелководью, машут крыльями. Дважды в год, весной и осенью, птицы делают остановку на водоеме во время перелета на юг. Как правило, фламинго находятся на озере до ноября, а после отправляются пережидать холодные месяцы в Хазарский заповедник в Туркменистане или Иран. Согласно наблюдениям орнитологов, за год на Караколе останавливается около 90 видов птиц, чтобы отдохнуть во время долгого перелета. Многие из них занесены в Красную книгу. Вот так теплая погода задержала птиц от перелета. Ну а какая погода ждет сегодня нас, якутян, за окном, узнаем прямо сейчас. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 33-37 градусов мороза. В Заречной группе 31-36, в Южных 32-43, в Вилюйской группе 36-37, в Нижнеленских 36-42. В западных 32-38, в Колыме-Дигирской группе от 18 до 30, в Янских 26-31, на северо-западе 21-35. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила минус 33 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой снег. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса. Сколько еще такая теплая погода продлится? Конечно. Хотелось бы, чтобы всю зиму. Хотелось бы, да. Ну, по крайней мере, до конца декабря вроде как, да, ожидается. Поэтому, вполне. Возможно, как и фламинго в Казахстане, многие якутяне тоже не спешат улететь на юг, на зимовку, а полетят чуть попозже. Ну, а сейчас узнаем, конечно же, о главных событиях к этому часу. Наши коллеги из информационной службы готовы о них рассказать. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Автозимник Яна от поселка Батагай Верхоянского района до границы Устьянского района могут открыть с задержкой из-за погодных условий. Протяженность автозимника составляет 300 километров. Дорога в основном проходит по реке Яне. Здесь долгое время стояла теплая погода и выпал обильный снег. Из-за этого на сегодня толщина льда в некоторых местах не превышает 20 сантиметров. Напомним, что толщина льда на реках Якутии в основном отмечается меньше нормы.
честь Дня Конституции страны в многофункциональном центре «Мои документы» состоялось торжественное вручение удостоверений ветеранам труда Российской Федерации и Республики, посвященное Году труда. 8 жителям республики присвоили это почетное звание за многолетний добросовестный труд, внесший значительный вклад в социально-экономическое развитие как республики, так и страны в целом. На сегодняшний день Якутия проводит множество мероприятий, нацеленных на повышение статуса человека труда. Они также получают возможность пользоваться льготами в виде доплат, скидок и иных преференций. Их разновидности зависят от статуса ветерана. Сегодня вручение нам получается удостоверение ветерана труда. Мне очень приятно, что меня пригласили на такое мероприятие. Поднялось настроение, так скажем, да, когда мне позвонили и сказали: мы вас приглашаем на вручение, да, неожиданно. Не зря проработано столько лет. И получить такое звание, конечно, очень почетно. Я очень много лет работаю в школе, поэтому это мой выбор, это моя профессия, мне это нравится. В Москве состоялась торжественная церемония вручения общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Предприятие ЕКТ «Сокол» за производство легкой вездеходной техники и квадроциклов для СВО стало лауреатом премии в номинации «Все для победы». В войска поставлено более сотни единиц техники. Вездеход в зоне спецоперации используется в основном для подвоза боеприпасов и вывоза раненых. Полноприводный вездеход «Сокол» построен на базе бензинового двигателя объемом в 1,5 литра и может развивать скорость до 49 км в час, а также преодолевать небольшие водные преграды. Многопрофильная бригада врачей Республиканского центра мобильных бригад продолжает работу в Среднеколымском районе. На данный момент врачи осмотрели 595 детей. Командировка медиков в районе продлится до 14 декабря. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Врачи провели осмотры в населенных пунктах Олег, Кюэль, Аргатах, Сватай, Эбек, Березовка, Хатынах и районном центре Среднеколымска. С сентября по ноябрь в Якутске закрылись 43 наливайки. Заведения попали под ограничения согласно новым требованиям по продаже алкоголя. Еще несколько точек продаж продолжают работу, несмотря на неоднократные предостережения. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев в своем телеграм-канале. На совещании у мэра Якутска принято решение усилить работу по нарушителям. Кроме того, Управлению Госстройжилнадзора Республики поручено держать на контроле реконструкцию наливаек, чтобы не допускать нарушений норм безопасности. В Якутском музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского открылась выставка «Культура республики. Люди, факты, события». Экспозиция посвящена 70-летию со дня образования Министерства культуры и духовного развития Якутии. На выставке представлены исторические материалы, архивные документы о деятельности министерства, фотографии и личные вещи руководства, начиная с 1953 года по настоящее время. Хроника культуры Якутии показана в отдельных стендах. Из фондов музея выставлены работы художника Костореза, народного художника ЯССР РСФСР Терентия Амосова, личные вещи писателя-драматурга Дмитрия Сивцева-Суаруна Малона, награды, документы и личные вещи заслуженных работников культуры. Наши театры, наши музеи, наши все достижения воспитывают человека будущего на самом деле. Культура – это воспитание будущего поколения. Поколение, которое будет ценить предыдущие достижения и будет жить уже завтрашним днем. То есть 70 лет нашей истории и сегодняшняя выставка – это дорога в будущее. С того, что было сделано, с тех достижений, с того большого фундамента двигаться дальше. Наверное, лететь дальше. Поздравляю всех работников отрасли культуры с большим юбилеем и желаю новых побед и новых достижений. Спасибо коллегам. Вы смотрите «Утро Якутии». На календаре у нас 13 декабря. Именно среда. так. Да. Середина недели. Середина недели. И как и любой другой день, абсолютно любой, сегодняшний день также знаменателен какими-то событиями. Многочисленными, именинами в том числе. И вот давайте прямо сейчас узнаем, какими событиями сегодняшний день знаменателен. Есть ли сегодня у Павла именины? И есть ли у меня сегодня именины, в конце концов? На календаре 13 декабря. Сегодня отмечается День медведя, День горячего шоколада, День скрипки и праздник живота. По народному календарю ясная и морозная погода предвещала хороший урожай.
В этот день в США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8». В Москве в кинотеатре «Россия» состоялась премьера фильма «Джентльмены удачи». Создана либерально-демократическая партия Советского Союза ЛДПСС Владимира Жириновского. В Ростовской области был установлен первый в России памятник деятелю белого движения генералу Маркову. В этот день родились Генрих IV Бурбон, король Франции, основатель французской королевской династии Бурбонов. Карло Гоцци, итальянский драматург. Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист и критик. Валерий Брюсов, русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед. Евгений Петров, литературовед, соавтор Ильи Ильфа. Ростислав Плят, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Николай Рыбников, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Ян, Иван и Андрей. И, как уже было сказано, 13 декабря отмечается День медведя. Медведь считается символом России за свою силу и мощь, а в мире, в общем, существует 8 видов медведей всего лишь. Давайте же посмотрим на один из них. Это панда. На кадрах малышка панда с усилием поднимается, но уже через мгновение неокрепшие лапы разъезжаются на предательски гладком полу. Также на видео панда Дин-Дин играет с дочкой, которая отвечает взаимностью на ласку матери. Первый в России детеныш большой панды появился на свет 30 августа. 24 сентября врачи зоопарка определили пол медвежонка. Это оказалась девочка. Родителей новорожденной панды Жуи и Динь-Динь привезли в Москву в 2019 году специальным рейсом из Пекина. Мы продолжаем. Патриотическое воспитание детей – основа нашего общества. Без любви к родине, к землякам, к родным человек не может быть полноценно наполненным. Ведь патриотизм – это не только восхваление идеи общества, в котором мы живем, а это воспитание в человеке нравственно-моральных качеств, таких как честность, верность, доброта, сострадание и уважение. Это то главное, которое не дает очерстветь нашей душе и делает людей глубоко мыслящими и мудрыми. Так ученица 4 класса из Хандаги Виолетта Голокова перечислила 2200 рублей для приобретения квадрокоптера мобилизованному земляку с позывным «Эфиоп». Деньги она получила на свой день рождения и решила направить на такое благое дело. Конечно, главными людьми воспитания патриотизма у подрастающего поколения являются учителя. Так, преподаватель из Якутии стал победителем национальной премии «Патриот-2023». Давайте же посмотрим одну из работ, которая получила номинацию в премии. На земле, окутанной тайной, где ледяные ветры шепчут секреты прошлого, вас ждет необыкновенное путешествие. Из разных эпох эти легендарные писатели оказались притянуты к краю, подобного которому нет. Якутия. Вдохновленные суровой красотой и древней культурой, они искали убежище в сердце Арктики. Сказочная поэма Бестужева-Марлинского, пронзительная проза Короленко о сострадании, поэтические размышления Бродского, пламенные стихи Евтушенко – все это навсегда вписано в историю Якутии. Их слова эхом разносятся по северной тундре, обращаясь к человеческому духу, соединяя культуры, раскрывая удивительный мир якутской души. В танце правды и воображения их история нашли новый дом в республике Саха, навсегда запечатлев наследие великих русских писателей. Ну и сегодня у нас в гостях победитель национальной премии «Патриот-2023», преподаватель Северо-Восточного федерального университета Дмитрий Жирков. Дмитрий, доброе утро. Поздравляем, конечно, с победой. С такой высокой наградой. Да. Как вообще вот близкие, коллеги, друзья отреагировали на вот такой успех? И кто первый узнал, да? Я благодарю вас безмерно за поздравления. Действительно, эта награда очень престижная, очень почетная. И статусность лауреата национальной премии столь высока, что кажется, быть может, даже удивительным, что преподаватель из далекой Якутии, единственный из Дальнего Востока и вообще восточной части России, удостоился такой награды и был назван лучшим в продвижении популяризации русского языка и отечественной литературы. Но, тем не менее, быть может, от того и высока эта награда. Как отреагировали близкие и коллеги,
их реакция всегда доброжелательна, благосклонна. Я всегда признателен им за то, что они болеют здесь, в моей родной Якутии. И, конечно же, благодарен тем, кто поддерживает меня за ее пределами. Это прекрасное подспорье. Мгм. Ну, конкурс, мы знаем, был просто огромный, да, можно сказать. На премию подали 2125 заявок, да, но это очень много ведь, да. Номинантами стали 87 граждан и организаций, только 29 участников стали лауреатами, да. Вот как это все проходило. Такой фильтр какой- пройти, ощущение. Да. Как долго это длилось, да? Да, и Сколько этапов, может быть? Быть может, еще ценнее то, что заявки принимались не только от граждан Российской Федерации, но и от наших соотечественников, живущих за рубежом, но верных своей родине и также занимающихся воспитанием подрастающего поколения. 11 стран, вот такое количество назвали выступающие, первые лица нашего государства, из рук которых мы получали эти премии. Это и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, это и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, и депутаты Государственной Думы. Свое послание победителям прислал Владимир Путин. И когда слышишь такие высокие, вдохновляющие слова, да, посвященные весьма ограниченному количеству людей, когда ты понимаешь, что ты один из них, это, конечно, особое ощущение. Невольно, конечно, веруешь в то, что тебя ведет счастливая звезда. И я думаю, что это ощущение, которое трудно передать, но это факт, это признание на государственном уровне моих заслуг, это факт того, что именно в Якутии реализуется лучший патриотический проект, формирующий традиционные российские духовно-нравственные ценности. И это прекрасно. Ну, вот несколько работ же, да, было представлено. Действительно, я представил на проект целый цикл мероприятий, который реализовал за последний год. Это и видеоцикл «Русские писатели в Якутии», трейлер которого мы сейчас видели. Это и мой блог «Взгляд в книгу», который я веду вместе со своими учениками, и студентами, и школьниками. Это, конечно, мои научные изыскания, те исследования, которые я веду в области патриотического воспитания личности, мои лекции, мастер-классы, которые я даю педагогическому сообществу. Так, за последний год я смог выступить во Владивостоке, в Крыму, в Москве. И был единственным, кто представлял Якутию на всероссийских педагогических чтениях, которые прошли буквально пару недель назад в Москве и были организованы президентской платформой «Россия – страна возможностей». Вот такое огромное количество, ну, как бы большое достаточно проектов, то есть, опять же, да, вот видеоцикл и так далее. А что движет в создании вот таких работ? Забота о подрастающем поколении – это первейшая задача всех нас. И, конечно же, это, быть может, не только извечная учительская забота о воспитании умов, но и сегодня разворачивается куда более грандиозная, куда более страшная борьба за их сердца. И это, наверное, такая простая истина, но истины, как правило, всегда просты от каждого из нас, от государства, общества, учителей и родителей, зависит то, какими будут граждане Российской Федерации, каким образом сложится судьба нашей Родины. Дмитрий, наверное, еще не отошел, да, от эмоций, от впечатлений, от ощущений, да, но тем не менее, какие вот сейчас задачи стоят, да, дальнейшие планы на будущее? Несомненно, мое будущее, так же, как и мое прошлое, настоящее, неразрывно связано с русским языком, с русской литературой. Это то, чем занимается наш филологический факультет. Это наша кафедра русской литературы 20 века, теория литературы, быть может, ведущая в этом патриотическом воспитании, у которой есть уже свои планы большие на 2024 год, и дай бог они реализуются. И чтобы, мы так немножко суеверны, не будем вдаваться в подробности, но я абсолютно уверен в том, что
у нас все получится. Вот вы очень такую правильную вещь, да, сказали, что вот воспитание, да, в том числе патриотическое, это вот наша общая цель, то есть и государство, и общество. Мне кажется, и каждого человека в отдельности взятом в том числе. И вот, да, основываясь на этом, да, вот какие-то пожелания нашим телезрителям. Конечно, я хотел бы пожелать всем тем, кто посмотрит эту передачу и вообще, быть может, оставаться верным своим мечтам прежде всего. Заботиться не только о ближайшем, но и о других. Конечно же, я не могу не пожелать всем хранить добрую память о людях, окружающих вас, заботиться и о братьях наших меньших. И, конечно же, по-чеховски выражаясь, желаю всем, конечно, чтобы жизнь была прекрасной, восхитительной и полной высокого смысла. Если мыслить по-пушкински, то наверняка наша роль учителей, словесников в том, чтобы зажигать сердца глаголом. Если выражаться словами Некрасова, то сеять разумное, доброе, вечное. О, как. Да, здорово. Дмитрий, спасибо. Еще раз Да, поздравляем спасибо с огромное. победой и за эту беседу, наверное, безмерная Да, мы благодарность. очень горды, а я вот особенно, потому что не могу не сказать, что с Дмитрием мы вместе учились, да, и я прям вот очень-очень преклоняюсь перед умом, мудростью вот этого молодого человека. Дмитрий, вам дальнейших успехов, тебе, да? Спасибо большое. Спасибо. А мы Спасибо. продолжаем в Мирном готовиться к совместному мюзиклу «Кошки-мышки». Как идут репетиции, давайте вот посмотрим в следующем сюжете. Актеры Мирнинского театра впервые выступят на сцене с воспитанниками детских коллективов алмазной столицы. В преддверии Нового года в театре презентуют музыкальную сказку «Кошки-мышки». К мюзиклу по мотивам сказок Беатрикс Поттер подключат танцоров из коллектива «Диаданс», а музыкальное сопровождение к спектаклю подготовит коллектив «Веснушки». Для детей это первый подобный опыт. С начала декабря у них каждый день идут репетиции. Детям очень нравится. Они с удовольствием, они не только как танцоры здесь участвуют, а также они еще и как актеры. Вместе с актерами работают. Они и в первой сцене играют как поварята, участвуют как поварята, и во второй и последующих сценах они как мышата. Премьеру детского мюзикла мирнинцы увидят 27, 28, 29, 30 декабря и 2 января. Билеты на первую совместную работу актеров и воспитанников детских коллективов алмазной столицы продаются в кассе и на сайте Мирнинского. А оказывается, Жить жить стало стало лучше. В третьем квартале 2023 года вырос индекс счастья россиян. Больше всего счастливых россиян среди замужних молодых женщин, живущих на юге страны, имеющих детей и занимающихся собственным бизнесом. Россияне медленно, но уверенно становятся счастливее, следует исследование крупного российского банка. На позитивные ощущения влияют не только уровень дохода, но и, как подтвердили опрошенные эксперты, возраст человека, состояние его здоровья, семейный статус, качество шопинга и даже место жительства. Индекс счастья россиян по итогам третьего квартала 2023 года составил 7,2 балла из 10 возможных, что на 0,1 больше показателя второго и на 0,6 балла превосходит значение первого квартала. В то же время уверенно снижается процент людей, которые чувствуют себя абсолютно несчастными. С 13% в первом квартале до 9,7% во втором и третьем кварталах соответственно. Легче всего жизненные невзгоды переносит оптимистичная молодежь в возрасте от 18 до 24. Индекс счастья их составил 7,5 баллов, в то время как мудрое старшее поколение в возрасте 56-65 лет набрали лишь 6,8 баллов. Кроме того, в третьем квартале мужчины подтянулись к женщинам, их уровни счастья практически сравнялись. 7,1 баллов у сильного пола против 7,2 баллов у прекрасного. Результаты исследования подтверждают россияне, которые живут за городом, они счастливее. Вот так вот такие результаты тоже выявили. На общий уровень счастья также оказывает существенное влияние покупки, отдых по выходным, путешествия и время в семье.
Ну а что еще нужно для счастья? Ну, Вот в тебе, самом Паш. начале сказали, кто самые счастливые. Это женщины семейные, живущие на юге. Они уже счастливы, остальные держитесь там. Я все у вообще нас. ни под один этот не подхожу пункт. То есть можно сказать, что я несчастлива, да? Вот. Ну, Ну, я могу сказать, что я меня уже делает на старте, счастливее, я по крайней не мере, женщина, шопинг. Вот. Ну, ничего, и на нашей улице у всех нас, Как друзья, говорится, будет будет праздник. Мы праздник, все уже суммарно счастливее становимся. Вот, и особенно вот про место жительства, да, сказали, что от этого тоже зависит счастье. Поэтому Да, а я то, люблю что мы Якутию. улыбаемся в минус 50, Да. это вот на самом деле никакие цифры ничего не скажут. Да, и никакие юга не нужны мне. Какие юга? Да. Мороженое на улице. Погрейся им, и все будет хорошо. Но для счастья, конечно, нужно еще и вкусно поесть. Обязательно. Да, обязательно. А еще лучше, если еда не только вкусная, но и полезная. Да. Так, так. утреннее меню – это очень важная часть рациона, благодаря которой человек набирается сил на весь день. И одной из наиболее популярных рекомендаций диетологов давно уже стал плотный завтрак. Да, то есть не мороженое, как мы говорили ранее. Вот. Может ли это действительно повлиять на работоспособность человека? Да, безусловно. А какой идеальный завтрак по-якутски, вот сейчас нам расскажет наш доктор. Доброе утро! По мнению большинства диетологов, основу завтрака должны составлять сложные углеводы. Это хлеб из муки крупного помола, несладкие каши из цельного зерна и бобовых. Они долго усваиваются и дают энергию мозгу и мышцам на первую половину дня. Два других компонента – белки и жиры – они обеспечивают чувство насыщения. Еще также необходима клетчатка, если вы хотите подкормить свои кишечные бактерии и не перекусывать до обеда. Добиться такого сочетания можно разными способами. Я расскажу 3 примера завтрака. Первое – кефир или сорт без сахара. Мясо отварное или рыба – это белки и жиры. Ягоды или овощи, клетчатки и углеводы. Второй завтрак, например, яйцо в любом виде – это белок, кусочек хлеба, углеводы. Очень хороши авокадо, жиры и клетчатка или орехи. И один фрукт – это клетчатка и фруктоза. Третий завтрак можно сделать иначе. Просто бутерброд из цельнозернового хлеба – это углеводы, сыра, жиры. И листом салата и любые овощи, в том числе квашеная капуста – это клетчатка. По поводу овощей хочу сказать, что у нас в Якутии есть возможность замораживать почти все, в том числе овощи, которые можно зимой размораживать и готовить вкусные и полезные блюда. Также очень полезна всем нам известная квашеная капуста, которая сейчас нутрициологами признана суперфудом с высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Главное, избегайте пресловутых быстрых завтраков в виде хлопьев и апельсинового сока. В соке, даже натуральном, почти такое же количество сахара, как и в кока-коле, и нет пищевых волокон, которые могли бы затормозить его усвоение. Лучше выпить хороший кофе или чай, или, как мы любим, чай с молоком. Можно и просто теплую воду. Еда снижает уровень гормона стресса кортизола. Кортизол заставляет нас просыпаться, а заодно испытывать утренний стресс и накапливать опасный висцеральный жир в районе талии. Есть 2 исследования, одно с женщинами, другое с мужчинами, которые показывают, что плотный завтрак действительно помогает снизить чувство голода в течение дня. А вообще завтрак тем и хорош, что калорий для него можно и не подсчитывать. Благодаря гормону насыщения лептину, который утром на пике, вряд ли вы сможете съесть больше, чем нужно вашему организму. Доброго здоровья! Ну вот так, якутский завтрак может быть не только сытным, но и полезным. Ну а как же быть со сладкими подарками на Новый год? Ведь праздник все-таки не обходится без него, и дети все равно его ждут. Однако к выбору набора с кондитерскими изделиями можно подойти ответственно. Нужно подойти ответственно. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мармелад, пастила и зефир – самые безопасные сладости. В них отсутствуют пищевые добавки и искусственные красители. Важно также обратить внимание на наличие в кондитерских изделиях потенциальных аллергенов, в том числе ядер абрикосовой косточки и арахиса. В составе детского сладкого подарка не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов – это Е200, Е202, Е210 и Е249. Натурального кофе не должно
должно быть в этих сладостях ароматизаторов, идентичных натуральным, а также гидрогенизированных масел и жиров. Наполнять наборы карамелью также не рекомендуется. А в нашем детстве наполняли всем, что было. Что попало. Да, да. Ну, конфеты все равно были вкуснее. Ну, согласитесь. действительно, ну, все было вкуснее, конечно. По На Новый пломбиру год вот это. вообще сладкие подарки ждут не только дети, но и взрослые. Вот ты ждешь? Я буквально на прошлой неделе в эфире говорил, что, в принципе, взрослые больше всех ждут эти подарки сладкие. Да. Ну, а если, тем более, ты находишься очень далеко, к примеру, в космосе, то особенно ждешь, да? Там не только подарка ждешь сладкого, там все ждешь. Да, и ждешь. вот это вот ожидание увеличивает только радость, да, получать такие Там, кстати, время посылки. чуть-чуть медленнее идет, чем на Земле. Так, российский космонавт Константин Борисов показал содержимое посылки, которую ему отправили родные с Земли на Международную космическую станцию с грузовым кораблем «Прогресс МС-25». Давайте посмотрим, что же там, какое же там содержимое было. Всем привет с борта МКС. Как вы знаете, недавно к нам пристыковался грузовой корабль, на котором в том числе прилетели посылки от семьи. Посылку в 5 килограмм разрешается отправить каждому космонавту семье. Где-то в сентябре мы обсуждали, что мы хотим получить в декабре. То есть такой вот поход в магазин заблаговременный. И вот только сейчас я распаковываю, посмотрю, что там внутри находится. А там находится Борисов номер 3. Кальмар сушеный и приправы, хрен, горчица и майонез, который можно использовать, чтобы сочинить что-то вроде привычных нам новогодних салатов. Дальше я просил, и мне прислали семечки тыквенные и подсолнечные, а еще кедровые орешки. Будем кушать. Конфеты мармеладные, вкусные, полезные. Конфеты не такие полезные, но тоже очень вкусные. Шоколадные конфеты и карамельки. Карамельки много, хватит на несколько месяцев. И, конечно же, классический вкусный горький шоколад. Мои любимые сорта. Спасибо большое семье. Буду кушать, распланирую все это на несколько недель вперед, потому что следующий грузовик прилетает только в феврале. А еще на грузовике нам присылают свежие фрукты. И вы знаете, вроде такой привычный объект, обычная апельсинка, которую можно пойти в магазине купить. Но что нужно человеку для счастья? Отнимите у него свежие фрукты и овощи на 100 дней, а потом подарите 5 свежих апельсин. Это очень интересно, конечно, наблюдать. Он очень вкусно пахнет, сочный, сладкий, такой настоящий цитрус, который... В общем, соскучились мы, конечно, по свежим фруктам и овощам. Спасибо большое, что вы нам такие приятности присылаете. Вот. Мармелад. Вкусный, Да, полезный. Пожалуйста, мармелад. космонавты плохого не И посоветую. карамель. И- Не очень полезная. Хотя, да, до этого мы сказали, карамель как бы не надо. Он говорит, карамель не очень полезная, но вкусная. Ну, человек взрослый, я думаю, немножко может. Ну, во-первых, да. Во-вторых, командировки на МКС, как правило, длятся порядка 180 дней, то есть полгода там в невесомости, над планетой Земля пролетая. Ну, можно себе и карамель Позволить, да. Почему Вот. бы и нет? Хотя, вроде как, насколько я знаю, управление полетами местами запрещает такие вещи завозить, но нет, как-то провозят. Ну, а помимо подарков, нас впереди ждут всевозможные праздники, конечно же, корпоративы на предстоящие новогодние праздники. Да. Прекрасная половина уже начала создавать свои образы. Ну, а как же красиво выглядеть мужчинам? То есть недостаточно быть опрятным, Паш? Вчера говорили, что главное опрятным быть. Давай узнаем все-таки. Как опрятно завязать галстук? Давай. Ну, заходим на Давай один так. видеохостинг, вбиваем в поисковой строке, как завязать галстук. Я так в свое время научился один узел завязывать на всю жизнь, пока хватает. Ну, а если вы не знаете, давайте, вот наша программа как раз-таки поможет. Чтобы вам в никуда этом. не заходить, сразу здесь посмотрите. Давайте прям Галстук в руки возьмите, чтобы сразу делать. быстро-быстро. Да.
Сегодня мы покажем вам самый легкий узел, с которого можно начать процесс знакомства с галстуками. Обернуть галстук вокруг шеи швом наружу, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край ниже узкой. Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий. Пропустить широкую часть под узкую, снова взять в руки широкую и провести с правой стороны на левую, тем самым оборачивая узкую часть. Продеть широкий конец в ворот галстука наверх. Не затягивая узел, создать левой рукой небольшую петлю на передней части узла. Правой рукой продеть широкую часть в петлю спереди. Не туго затянуть узел и поправить при необходимости. Вот и все. И напоследок еще пара советов. Стилисты утверждают, что по правилам галстук должен достигать ремня. Для зимних и осенних образов лучше подходит галстук из шерсти или тяжелого шелка, а для весенне-летних – хлопковые или льняные ткани. Ну а продолжая, да, мы вот сказали, что к Новому году все готовятся. Главную новогоднюю елку спилили в поселке Фряново Московской области. Скоро она украсит соборную площадь Кремля. И на кадрах, которые сейчас покажем, елку спиливают и укладывают для транспортировки. Также на видео люди участвуют в новогодних гуляниях. И, к слову, о дереве, которое будет украшать соборную площадь. Высота ели 25 метров, кремлевская величина, возраст 84 года. Ель будет стоять в центре Москвы, в сердце Москвы, в Кремле. И тысячи семей, людей будут загадывать желания рядом с этой елью. И эти желания обязательно сбудутся в новом году. Главную елку страны начали выбирать еще летом. Всего в конкурсе участвовало 30 претенденток. Подходящую елку обнаружили случайно. Так вот старший участковый лесничий учебно-опытного филиала Мособллес Наталья Гусева учила детей пользоваться лесными инструментами, такими как высотомер. Дети измеряли елки, и тут-то они и нашли 25-метровую красавицу и сразу решили отправить на конкурс. Что же касается экологичности этого мероприятия, то спил не нанесет никакого ущерба по сравнению с изготовлением искусственной 25-метровой елки. На Соборную площадь Кремля главная новогодняя елка, красавица страны, будет привезена сегодня, 13 декабря. Ну, прям целый конкурс красоты получается. 30 претенденток мисс Ель. было. Да. Там вот, Действительно, мисс Ель. визитка, самопрезентация, высота дерева. 3 конкурса. Да, ну а на Филиппинах посередине автомобильной дороги можно увидеть танцующего Санту. Давайте посмотрим, как на него реагируют автомобилисты и прохожие. Танцующий Санта-Клаус появился на загруженной дороге в городе Пасай недалеко от Манилы, столицы Филиппин. Пока мимо мчатся машины и мотоциклы, Санта имитирует движение регулировщика. Правда, это всего лишь для развлечения. Транспортом здесь управляет светофор, но водителям нравится. Приятно наблюдать, и машины едут спокойно, когда он танцует посередине. Роль Санты-регулировщика играет Рамира Инохас, сотрудник городской администрации. Рамира придумал собственный танец, чтобы поднимать настроение водителям. Я каждый год танцую перед людьми, чтобы автомобилисты не скучали, пока ждут зеленого света. Я дарю им немного радости, пусть даже ненадолго. Они довольны, это видно по их лицам. Они машут руками или поднимают большой палец вверх. На танцующего Санту обращают внимание и пешеходы. Я видела, как он танцует в костюме Санты. Это забавно. Я словно вернулась в детство. На Филиппинах традиция праздновать Рождество появилась во время испанского правления, которое началось в XVI веке и закончилось в XIX. Примечательно, что теперь здесь рождественский сезон самый продолжительный в мире. Он начинается 1 сентября и заканчивается через неделю после Нового года, а иногда и позже. Ну что, весело, но в то же время грустно. Потому что нет снега. Да, какой же Новый год без как? снега? Бедные филиппинцы. Ну вот, но для них же это уже традиционно, у них всегда был такой климат, они, как бы привыкли. Мы этого, конечно, не поймем. Может быть, они не понимают, какой это Новый год со снегом, это же как холодно. Все равно ведь знают, все равно ведь знают. Ну, все равно знают, а может быть, и кто-то не видел никогда снега в жизни. Всякое может быть. Вот единственный вопрос, вот представь, у нас бы на дорогах тоже такая ситуация была бы, у нас был бы Дед Мороз, который
ну, как нам сказали, он все-таки Регулировал, да. Ну, там светофор регулировал, но, тем не менее, подняло бы тебе это настроение. Вот ты едешь, ну, в такси, за рулем. Посреди тумана, да? Посреди еще? тумана, Нет, из ниоткуда Дед главное Мороз. заметить этого Санта-Клауса, Ну, это Деда уже задача Мороза. водителя, я считаю. Главное Главное его заметить. Пассажир не обязан ничего на дороге замечать. А у водителя, конечно, нагрузка в таких туманах увеличивается. Ну, мне бы Разве? поднял в любом случае настроение такой регулировщик. Вот. Вопрос, как бы отреагировали на это сотрудники дорожной полиции. Ну, если согласованно с ними, конечно, вопросов никаких нет. А так может произойти какой-то конфуз. Да, ну, об этом мы не знаем. Давайте ознакомимся с последними событиями. Вдруг все-таки было такое. Да, которые произошли в Якутии. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Глава республики Айсен Николаев рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий Якутскэнерго, Сахаэнерго и Теплоэнергосервис. Как было отмечено на заседании, по Якутскэнерго в этом году зафиксировано существенное увеличение выработки электрической энергии. Компания в Якутске и в Жатае ввела в работу ряд знаковых объектов. Например, подключили к электроэнергии такие крупные объекты, как Жатайская судоверфь и онкологический центр. А в Мирном и Ленске существенно повысили надежность энергоснабжения потребителей. Есть проблемы тарифного характера, это тарифная несбалансированность в сетях. Мы видим увеличение аварийных отключений в сетях низкого напряжения. Об этом отметил глава Республики Саха-Якутия. Мы готовы с этим работать. У нас принята специальная программа по повышению надежности сетевого комплекса и готовы вместе с Росгидро работать по его повышению вместе с республикой, обращаться в федеральные органы власти и просить поддержки в решении наших вопросов. Центр «Мой бизнес» и региональное отделение женского движения «Единой России» провели круглый стол на тему «Актуальные вопросы женского предпринимательства». Цель мероприятия – популяризация женского предпринимательства и повышение престижа женщин в Якутии. На встрече обсудили актуальные вопросы предпринимательства, определение перспектив и новых векторов его развития. Приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, лидеры общественных объединений и организаций и успешные женщины, которые представляют разные сферы бизнеса. Акцентируем внимание на мерах государственной поддержки для женщин-предпринимателей, для желающих заняться предпринимательской деятельностью. И кроме этого, общественное объединение также поделится своей информацией с женщинами для того, чтобы как можно больше женщин вовлечь в активную общественную жизнь. Женским движением «Единая Россия» проводим не первое мероприятие. У нас проведен цикл мероприятий. Это завершающее мероприятие этого года. Народный писатель Якутии Наталья Михалева-Сая презентовала первую книгу-сказку «Бык холода». Книга предназначена для учащихся начальных классов и для детей дошкольного возраста. В сюжете книги рассказывается о повелителе зимы – быке холода. По словам экспертов, в преддверии Нового года книга-сказка будет хорошим подарком для детей. Всего было выпущено 3000 экземпляров книги, рассказывающей об истории якутской зимы. В книге рассказывается непосредственно о самом быке. Так, кто такой якутский холод быка, да, откуда появилась такая легенда. А потом история переносится в наши дни. Мы знакомимся с мальчиком, и вот его приключения, вот, связанные с этим быком. Я весь сюжет рассказывать не буду, наши читатели наверняка сами прочитают и заинтересуются этой историей. Ну а в ближайшие дни в большинстве районов Якутии прогнозируют температуру воздуха выше нормы. Ночные температуры будут в пределах минус 33, минус 38 градусов, а дневная к выходным дням будет приближаться к минус 30. 50-градусные морозы пока не предвидятся. Самая теплая погода на этой неделе ожидается на северо-востоке региона по арктическому побережью. С выходом нового циклона в этих районах пройдут умеренные и местами сильные осадки. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну а у нас в студии гости замечательные из далекого поселка Черский. Учитель чукотского языка и литературы Дарья Николаевна Оттара. Такая вот интересная фамилия. Дарья, доброе утро. Доброе утро, да. Ну и как преподавателю чукотского языка,
как будет вот по-чукотски поздороваться, сказать «доброе утро»? Доброе утро. Натенкан Этлонет, добрый день. Вот. Ну и вообще пожелание хорошего дня. Сможешь повторить? Нет. Начнем обучение чукотскому языку. А можно еще раз? Натенкан Этлонет. Натенкан Этлонет. 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 Нет? Вот, не Нет, получается. А вот почти ты сможешь получается. повторить? Я даже пытаться не буду. Я знаю очень один только язык, и вряд ли у меня есть способность к изучению. Тем не менее, Дарья, мы знаем, что вы приехали, участник, да, съезда учителей родных языков, которые литературы, да, проходят. Сейчас в эти дни. Языков именно малочисленных народов севера нашей республики. Вот какие ваши ожидания от этого съезда, какие ваши впечатления, может быть, чего ждете? Хотелось бы верить, что мы с учителями придем к какому-то общему, так скажем, знаменателю, потому что проблемы у нас у многих схожие. Нет, допустим, методик обучения неговорящих детей. Вот, могу сказать про чукотский язык, что у нас со школьниками проводили исследования, начиная с 80-х годов, люди уже не разговаривают на родном языке, вот старшее поколение понимает, а дети уже нет. А учебники как раз созданы для говорящих детей, поэтому, думаю, будем двигаться в этом направлении. То есть нету, грубо говоря, методологии обучения людей, которые с нуля язык. То есть, где, которые ни в семье, нигде на языке не общаются. Да, все верно. А сколько сегодня вот, примерный такой процент говорящих на чукотском языке? Процентов 25-30. Всего, да? Это старше. Ага, ну и только взрослые, как вы сказали, да? А вот как обстоят в школе дела, да? Вот, в школе мы начали преподавать с 2017 года. Дети уже замотивированные, стремятся изучить, хотят изучить. Да. Ну вот как, интересно, мотивируете, да, молодое поколение? Ну, зависит от возраста. Если это младшие школьники, то какие-то игровые такие применяют технологии. А старшие школьники, им уже больше нравится, говоришь, что Олимпиада с ВФУ или какая-нибудь республиканская конференция или что-то, где-то тебя заметят, все, сразу. Здорово. Ну вот да, проблематики вы сказали, вот как считаете, есть ли, скорее всего, да, по итогу вот этого съезда, этой работы все равно какие-то подвижки, скорее всего, будут. На ваш взгляд, как ситуацию можно изменить? То есть начинать, грубо говоря, преподавать родные языки, может быть, там еще с детского сада и так далее. То есть вы же все-таки со школьниками работаете, проблематика сейчас со школьниками. Как можно ситуацию изменить, чтобы вот не было именно проблем обучения с нуля или методические материалы какие-то делать? Думаю, да, нужно именно с детского сада создавать именно группы, потому что в Колымском, это у нас чукотское такое национальное село, в Якутии, там уже с детского сада дети обучаются. Вот, и информировать родителей о том, что они имеют право как раз на то, чтобы дети обучались. Плюс применять уже другие методики, как на Аляске, например, или в других регионах. А какие методики? Например, методика языковых гнезд или когда дети сначала изучают тему, допустим, охоты и рыбалки, потом приходит старейшина, и вот старейшина, который говорит на чукотском, на любом другом родном языке, вот, вместе с ними общается, разговаривает, и так речь, она функционирует, а не просто там, вот сегодня суффиксы или еще что-то. То есть, грубо говоря, на языке, там, на общепринятом они тему изучают, а потом уже на необходимом языке общаются непосредственно с представителем старшего поколения. Ну вот вообще, как вы оцениваете, да, шансы по сохранению чукотского языка? Вообще родных языков, в принципе. Надежда есть всегда, и надеюсь, что у нас шансов будет достаточно много. Главное, чтобы сами учителя родных языков тоже были замотивированы. Ну, все-таки мне кажется, что в вопросе сохранения родного языка очень важно, чтобы и в семье, да, было какое-то общение на этом языке. И вы сказали, что, в принципе, с 80-х годов перестали преподаваться родные языки. Не преподаваться, а больше люди перестали разговаривать. Люди перестали разговаривать, да. То есть получается, в принципе, если мы возьмем поколение там, активное
80-х годах, да, и вот подрастающее поколение сегодня, то есть между ними одно-два поколения уже есть, которые на языке, в принципе, не разговаривали. Как можно вот изменить ситуацию именно в этом вопросе, то есть чтобы была возможность и в семье разговаривать, какие-то курсы для родителей, может быть, открывать, которые хотят, опять же, радеют за сохранение языка родного. Проводить, я думаю, какие-то совместные мероприятия. И, в принципе, можно... Раньше у нас была стипендия от ассоциации КМНС района. Вот, лучшая семья в деле сохранения языков. Это тоже мотивирует, кстати. Вот. Дарья, а как вы заговорили на чукотском? Это вот вам от родителей передалось? С рождения, вот, знаете? Какое-то, знаете, такое чувство, переданное бабушкой. Бабушка со мной в детстве разговаривала. И, да, ну и в Герцена, где я обучалась. Вот именно там, благодаря Игде Владимировне Куликовой, выучила. Вот. Ну, про съезд, да, в двух словах, да, ожидания рассказали. После него вы вернетесь домой. А какие планы вот по возвращению? Буду готовиться к декаде родных языков, буду продолжать работу. Наконец-то с детьми закончим наши мечи чукотские. Вот, к празднику Солнца будем готовиться. Чукотский Новый год 21 декабря. Да. То есть не только, грубо говоря, языком-то занимаетесь, еще и, в принципе, культуру. Конечно, язык без культуры, они вообще друг от друга не отходящие да, вещи. неотделимо. Ну, мы знаем, да, что в Черском нас обязательно смотрят. Утро Якутии, да, может, хотите передать привет своим землякам, что хотели бы сказать? Хочу передать большой привет своей семье, особенно маме. Спасибо большое, выручила, своим деткам и, конечно же, ученикам. Большой привет и скоро увидимся. Да, обязательно. Дарья, ну вот благодаря таким людям, как Дарья, да, вот можно все-таки, есть возможности, большие шансы сохранить, да, родной язык. Ну, не только язык, потому что все-таки это даже вопрос же сохранения культуры, особенно в условиях нашего многокультурного, так, мультикультурного народа, нашей мультикультурной страны. Поэтому, ну, успехов вам, конечно, желаем в вашей работе и, ну, чтобы все получилось. Спасибо. Отличного дня. Спасибо, Дарья. Ну, а далее у нас мы поговорим об итогах, да, немножко так об итогах 2023 года. Посмотрим, какие рекорды были установлены вообще по всему миру, что можно отметить. Давайте узнаем. Вот, к примеру, полиглотом-рекордсменом по данным книги рекордов Гиннесса является канадский лингвист Александр Аргуэльс. В 1985 году комиссия справочника рекордов подтвердила, что Александр владеет 43 языками и практически всеми разговаривает свободно. Вот это вот пример. Это было в 85-м, а сейчас узнаем, что было в этом году. Самые большие, дорогие, продолжительные и массовые. Какими рекордами запомнился 2023 год? В начале года 3660 тайских бойцов исполнили ритуальный танец и побили рекорд Гиннесса. На площади Хуахини они провели церемонию, которая объединяет молитву и ритуальный танец перед поединком в тайском боксе. Ледяная русалка из Чили стала первым человеком, совершившим заплыв на длинную дистанцию в водах Антарктики. Барбара Эрнандес проплыла 2,5 километра в Атлантическом океане рядом с Южными Шетландскими островами. Чешский дайвер Давид Венцел побил мировой рекорд на ледяном швейцарском озере. Он погрузился под лед без гидрокостюма на глубину более 50 метров. Австралийский серфер Блейк Джонсон провел на волнах более 30 часов, чем побил мировой рекорд по самому длительному непрерывному занятию серфингом. А британские тройняшки из города Бристоль стали самыми недоношенными и миниатюрными младенцами в мире. Они родились на сроке в 22 недели и 5 дней. Их общий вес составлял всего 1 килограмм 280 граммов. В апреле кроссовки Air Jordan легенды американского баскетбола Майкла Джордана ушли с молотка за рекордные $2 200 000. А 50-летняя испанская альпинистка Беатрис Фламини пробыла одна в пещере рекордные 500 дней. Она находилась на глубине 70 метров недалеко от Гранады, не контактируя с внешним миром. 4-летний Саид из ОАЭ стал самым маленьким писателем в мире. Он написал сказку о доброте и дружбе «Слон Саид и медведь». 100 часов у плиты провела нигерийский шеф-повар Хильда Бесси. За это время приготовила 100 блюд по 55 рецептам.
А британец Джейми Макдональд стал рекордсменом книги Гиннесса, совершив невероятное путешествие. За 7 дней посетил новые 7 чудес света. Электрический гиперкар «Сова» побил 2 рекорда скорости среди серийных автомобилей. На отрезке в 200 метров электрокар разбил среднюю скорость 309 км в час, а на отрезке в 400 метров разогнался до 319 км. Флоридский дайвер и инженер-биомедик Джозеф Дитури установил рекорд, пробыв в подводном жилище ровно 100 дней. Также установили новый рекорд по фридайвингу. Француз Арно Жиральд погрузился без снаряжения на 122 метра. На ярмарке в Мехико приготовили самую длинную торту – мексиканский сэндвич. Его длина составила 75 метров. За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Лот продали за 1 миллион 930 тысяч евро с учетом сборов. А немец Томас Джеремин установил у себя в доме 555 рождественских елок, побив рекорд Германии. 550 елок. Да, больше 500 елок. Он надеется, наверное, надеется получить 500 с лишним подарков. Работает ли это? Так, мы узнаем после новогодних праздников. Я думаю, что если такое действительно может произойти, что под каждую елку получаешь подарок, то мы об этом обязательно узнаем. Ну а самые милые гонки прошли в китайском городе Хайлинь. В них участвовали пингвины. Гонщики с рюкзачками старались как могли, но получалось в перевалку. Забег состоялся в снежном городке и моментально привлек внимание туристов. Очаровательные бегуны попали на сотни фотографий. Они не боятся людей и с удовольствием позировали на камеры. А некоторые даже соревнуются за приз зрительских симпатий. Укусить соперника за хвост – лучший способ испортить ему кадр. Пингвинов привезли, кстати, из полярного океанариума в Харбине. Забавные забеги. Да. Как вот если с утра выйдете, вы сейчас все выйдете, да, кто-то на работу, кто-то на учебу, обратите внимание, если рядом есть детский садик, куда ведут очень маленьких детей, это они тоже так привыкли. В перевалку тоже, да? Мы раньше-то в шубах вообще нас там кутали, вот так ходили. Забавно, конечно. Я бы на это мероприятие сходил, посмотрел, умилился бы и зарядился позитивом. Мы в любом случае желаем вам отличного настроения сегодня, плодотворного дня. Увидимся завтра в 7 часов утра на телеканалах Якутия 24 НВК Саха.